Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салим Бекзаде. И к основным новостям к этому часу. Книга «Таджики», изданная в 1972 году и по сей день считается наиболее полным исследованием одного из древнейших народов мира – таджиков. Автор книги Бобаджон Гафуров, величайший ученый, востоковед, изменил представление мирового сообщества о Таджикистане и таджиках. Чтение этой мудрой книги знакомит нас с историей, языком, обычаями, культурой, истоками формирования таджикского народа и пробуждает национальную идентичность, чтобы мы могли учиться знать и гордиться своим прошлым. В Таджикистане проводится раздача книги «Тоджикон. Таджики» академика Бобаджона Гафурова. В честь 30-летия государственной независимости от имени главы государства данная книга будет вручена каждой семье в стране. Распространение книги «Таджики» началось в Мургабском и Ванжском районах Горно-Бадахшанской автономной области и продолжается в других городах и районах страны. Напомним, в декабре 2019 года в своем послании президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с инициативой об издании книги «Тоджикон» Бобаджона Гафурова с последующей бесплатной раздачей книги каждой семье. В сентябре началось издание книги, которая будет издана в количестве 1 600 000 экземпляров. Изучение истории таджиков, самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой культуры неразрывно связано с изучением истории всех народов Центральной Азии. Именно в книге академика Бобаджона Гафурова рассмотрены такие важные вопросы, как история предков таджиков, формирование таджикского народа, история зарождения и развития его языка и культуры, место таджиков в мировой цивилизации. Книга «Таджики» раскрывает сущность таджикской нации и имеет большое историческое и духовное значение, знакомит нынешнее поколение со славным прошлым таджикского народа. Эту книгу необходимо прочесть каждому гражданину, особенно молодежи, ведь знание истории дает возможность выстроить стройную систему понятий, целостную картину мира, осознать свое место в нем. История учит мыслить глобально. Знание прошлого помогает разобраться в настоящем, оберегает людей от повторения давно уже совершенных ошибок. История помогает найти в прошлом ответы на поставленные сегодня вопросы, вплоть до того, что знание каждым человеком истории прошлого служит непременным условием и гарантией построения светлого будущего. Бобаджон Гафуров научно доказал, что формирование таджикской нации происходило еще в древние времена. Были привлечены все найденные на тот момент письменные источники, а также данные археологии, лингвистики, антропологии, нумизматики и других наук. Помимо таджиков, академик изучал судьбу и ближайших наших соседей – узбеков. Гафуров указал, что у двух народов общая этническая основа – история и достижения. Переведенный на европейский и восточные языки труд ученого не теряет актуальности и сегодня, так как до сих пор цитируется многими авторитетными востоковедами. Выдача книги «Таджики» в каждую семью сыграет важную роль в самопознании подростков и молодежи страны. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. Обеспечение энергетической независимости страны является одной из стратегических целей нашего независимого государства. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но для того, чтобы отпала необходимость введения ограничений на подачу электроэнергии, мы должны уделять самое серьезное и первостепенное внимание бережному, рациональному и целенаправленному использованию электроэнергии в каждой семье, организации и учреждении, на предприятиях и производственных объектах, независимо от форм собственности. В настоящее время энергетические ресурсы играют важнейшую роль в мировой экономике. В условиях топливно-энергетического дефицита на первый план выходит проблема энергосбережения. Причем она становится глобальной проблемой всего человечества, а не только отдельных стран и регионов. Эффективное использование материальных ресурсов, энергосбережение – это объективно обусловленная мировая тенденция. Гидроэнергетические ресурсы нашей страны огромны и являются нашим национальным богатством, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое экономическое развитие и усиление экспортного потенциала страны. Развитие энергетики в Таджикистане способствует развитию промышленности, созданию новых рабочих мест, повышению уровня благосостояния и процветанию народа страны.
Строительство и введение в эксплуатацию гидроэлектростанций различных мощностей, в числе которых гидроэнергетические гиганты, такие как Рагунская и Нурекская ГЭС, налаженная работа линий электропередачи и труд энергетиков обеспечивают подачу электроэнергии в дома, предприятия и учреждения, освещая города и районы нашей страны, создавая тепло и уют. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но население страны также должны проявлять гражданскую ответственность и использовать энергию эффективно. Ведь экономное использование энергии является залогом стабильного электроснабжения. В наше время быть бережливым значит быть образованным и современным. Ведь экономя электроэнергию, мы экономим и собственный бюджет, и заботимся об энергетической независимости всей страны. В Таджикистане с 10 декабря работает единый республиканский штаб по проведению разъяснительных работ по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к источнику электроэнергии в каждом городе и районе. Рабочими группами осуществляется проверка системы потребления электроэнергии каждым гражданином, предприятиями, организациями, независимо от форм собственности. Следует отметить, что после создания рабочих групп потребление электроэнергии снизилось на 10-20% за счет экономии. 99% электроэнергии в нашей стране вырабатывается за счет воды, то есть снабжение населения электроэнергией и экономика непосредственно зависят от водных ресурсов. По оценкам специалистов, объем водно-энергетических ресурсов в настоящее время весьма ограничен, а запасы снега в речном бассейне страны по сравнению с 2019 годом уменьшились на 44%. Из-за сокращения воды в реке Вахш в последние месяцы и уменьшения ее ресурсов более чем на 2 метра по сравнению с предыдущими годами, компания Барки Тоджик обратилась к гражданам с просьбой рационально и ответственно потреблять электроэнергию и не допускать ее перерасхода. Ведь только экономное и рациональное использование электроэнергии каждой семьей, всеми организациями и учреждениями может гарантировать, что мы преодолеем зиму без каких-либо ограничений. Зумрат Вайзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. Вторая волна распространения инфекции COVID-19 привела к обострению экономического и финансового кризиса и росту безработицы. В ряде стран мира была вторично прекращена деятельность центров обслуживания, парков и скверов, мест проведения мероприятий и праздников. В этих странах введено ограничение движения общественного транспорта, объявлено карантинное положение и усилены меры безопасности. По предотвращению распространения COVID-19 в Республике Таджикистан запрещено на территории страны проведение всех торжественных мероприятий, в том числе организацию новогодней елки, культурно-массовых праздничных и других массовых мероприятий по случаю Нового года. Прогулка в общественных местах допускается только с учетом обязательного соблюдения правил личной и общественной гигиены, обязательного использования защитных масок и строгого соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. Отметим, что согласно данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, общее количество инфицированных новым коронавирусом в период с 30 апреля по 13 декабря достигло 13 205 человек. Вылечены 12 692 человека или 96,1% инфицированных. Вместе с тем от COVID-19 скончались 90 человек. Человечеству придется научиться жить в ситуации, когда вирус продолжит циркулировать. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать меры личной и общественной гигиены. Мы продолжаем программу и далее к другим темам. Число погибших в аварии с участием пассажирского автобуса на западе Камеруна увеличилось до 60 человек. Мужчина, открывшему стрельбу в Кегельбене, в американском городе Рокфорд, штата Иллинойс, предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве 3 человек и покушении на убийство еще 3 человек. Вертолет пакистанской армии разбился ночью при выполнении спасательной операции. Благодаря вакцинам в нашей стране большинство детей имеют иммунитет к таким опасным болезням, как корь, паротит, краснуха, дифтерия, коклюш, столбняк и полиомиелит.
Прививая себя и ребенка, вы защищаетесь от инфекционных заболеваний, отказываетесь от прививок, вы подвергаете риску здоровья и жизни детей. Вакцинация – это инвестиция в здоровье и благополучие детей на всю жизнь. Борьба с инфекционными заболеваниями и их профилактика – одно из основных направлений деятельности всего сектора здравоохранения. Профилактика инфекционных заболеваний с помощью вакцин очень эффективна и относительно дешевая, что позволяет снизить заболеваемость инфекционными заболеваниями посредством иммунизации, а также планировать ликвидацию некоторых из них. Благодаря иммунизации в нашей стране большинство детей имеют иммунитет к таким заболеваниям, как корь, паротит, краснуха, дифтерия, коклюш, столбняк и полиомиелит. Помимо этого, в рамках реализации новой национальной программы иммунопрофилактики в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы предусмотрено внедрение пневмококковой вакцины в 2022 году. Несмотря на уже достигнутые успехи в снижении угрозы распространения заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин, еще слишком многие не получают пользу от защиты, обеспечиваемой вакцинацией. Ежегодно в мире регистрируется до 1,5 миллиона смертей среди детей в возрасте до 5 лет от заболеваний, предупреждаемых иммунизацией. Пробелы в охвате иммунизации открывают дверь для инфекционных заболеваний, что позволяет им распространяться среди тех, кто не был привит. Одно из вирусных инфекционных заболеваний, которые приводят к таким серьезным осложнениям, как энцефалит, менингит и бесплодие, является паротит, свинка. В Республике Таджикистан ежегодно регистрируется от 1,5 до 2,5 тысяч случаев заболеваний паротита. Как и большинство других управляемых инфекций, у паротита нет специфического лечения, и иммунизация является эффективным и малозатратным способом предотвращения заболевания. К счастью, Республика Таджикистан, начиная с этого года, вводит в национальный календарь иммунизации вакцину против паротита. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, начиная с 23 ноября 2020 года будет проводиться иммунизация против паротита с использованием комбинированной вакцины против кори, паротита, краснухи детям в возрасте 1 года и ревакцинация в возрасте 6 лет. Проблема, которая сегодня вызывает озабоченность у мирового сообщества, это коронавирусная инфекция COVID-19. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, Мехрузи Джума. Новости. Уважаемые телезрители, на этом у меня все. Это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Приятных вам новостей и до встречи.